Давайте мы с вами подведем итог. Еще раз вспомним все слова, которые в прусском языке похожи на русские. Таких слов на самом деле очень много. И если внимательно работать со словарем, вы будете такие слова находить каждый день. Но вот то, что мы собирали, и то, что используется почти каждый день. Голова – это голова, борода – это борода, лапта – это лопата, гилова – это глубина, кукуруза – так и будет кукуруза, хайна – это цена, моя – это моя, твоя – твоя. С притяжательными местоимениями у нас проще всего. Зима – это зима, гивата – это жизнь. Мы помним, что ж у нас переходит в г, соответственно, гивата или гиван – это у нас жизнь. Эмельна – амела, катта – кошка, топа – тополь, ранка – рука, наге – нога, нази – нос, липа – это у нас липа, дайна – день, варта – врата или ворота, ауста – уста или рот, гена – жена или женщина, крауя – кровь, ветра – ветер, сестра – сестра, аллея – это аллея, разумеется. Притяжательные местоимения мы разобрали. Есть еще местоимение дательный падеже. То есть менный – это мне, тебей – тебе. Слова мужского рода тоже очень похоже звучат на русский. Например, кефир будет кефирс, локс – это лук, элефантс – это слон, телевизорс – телевизор, салс – это соль, цукерис – сахар. Тоже знакомое слово, правда? Порталс – портал, паустс – пустой или дикий, акс – это око или глаз. Тейс – это чай, кафейс – это кофе, кетчупс – это кетчуп, пивс – это пиво, винс – это вино. Видите, что слова могут менять род. Велосипедс – это велосипед, варнис – это ворон, офицерс – офицер, акторс – актер, космос – это космос, сац – это сад, сакс – это сок. Смотрите, как много слов у нас получается. Букс – это бук, снайкс – это снег, дварс – это двор, гялтайнс – это желтый, малц – молодой, залис – зеленый, галимс – голубой, кателс – котел, пакайс – покой или мир, марс – мор или чума, пирстс – перст или палец, сунс – это сын, братрис или братья – это брат, бульварс – бульвар, бульдозерис – бульдозер, вилкс – это волк, симтон – это 100, тусимтон – это 1000, азерон – озеро, абазас – это обоз или повозка, келлан – колесо, интернеттон – интернет, это у нас уже слова среднего рода, которые заканчиваются на ан. Сераблон – серебро, висан – все, менс – месяц, четвертикс – четверг, пятниц – пятница, в субботу у нас будет саббатика, кунекс – король или князь, гялза – железо, пекарис – пекарь, плукс – плуг, паварц – поворот, накц – ночь, дасимц – это 10, банки – это банк, зупи – это суп, закс – это у нас мешок, он уже германского происхождения, музыки – музыка, культуре – культура, касси – касса, пусти – это почта, а пасти – это паста, паустри – это пустырь, таси – чашка, дукти – дочь, мати – это мать, мать, надели – это воскресенье, как в других славянских языках, берзи – это береза, тали – это далеко, кунагиня – княгиня или королева, панадели – понедельник, саули – солнце, весели – веселье или свадьба, вабли – яблоко, мили – любовь или милая, булви – картошка, двинья – двойня или близнецы. Вот. И у нас остались
Глаголы писатун – писать, мазитвой – мочь, эстун – есть, путун – пить, вунзатун – вязать, бегтвы – бегать, местун – мести, ауместун – выметать, этвертун – отворить, шлузитвой – служить, суптун – сыпать, ауимтун – отнимать или снимать или забирать, датун – давать, детун – девать. Вот. То есть смотрите, как много слов у нас, даже если мы на скидку берем самые распространенные слова, как много слов у нас совпадает с русским языком. Ну и напоследок замечательное слово «витингс», которое у нас, от которого произошло древнерусское «витязь». «Ракс» — это рог, «келлан» — это колесо, как мы помним, а «двикелес» — это двуколка или колесница. Это те слова, с которых вы можете начать изучение прусского языка, потому что это уже база, с которой вы можете усваивать грамматику, использовать эти слова каждый день. И желаю вам удачи в изучении русского языка.